следующий хадис в этой главе. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. Так Ибн Умар, да будет доволен Аллах им его отцом, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, несправедливость – это мраки в судный день. Хадис привели оба шейха, то есть Бухари и Муслим. Итак, в этом хадисе есть предостережение от такой вещи, как ал-зульм. Что такое зульм? Зульм вообще, как бы изначально его значение в арабском языке накс, то есть недостаток, недостаточность. И в этом значении это слово используется в суре Аль-Кахф. Кильталь джаннатейни атат укалаха, валям тазлим минху шей'a. Оба сада давали свои плоды, валям тазлим минху шей'a. И не делали в этом никакого зульма. Зульма, то есть что? Недостаточности. Хорошо? То есть полностью давали свои плоды. Что касается шариатской терминологии, то что здесь подразумевается под зульмом? Под зульмом подразумевается посягание на кого-то без права. Хорошо? Преступление против кого-то без права. Может быть, это против жизни чьей-то. Хорошо? Или против имущества, или против чести. При этом это может быть в виде невыполнения, пренебрежения обязанностью, или наоборот, в виде чего? Перехода за границы дозволенного и совершения запрещенного. Хорошо? Может выражаться в чем? В невыполнении обязанности или на пренебрежение обязанностью, это зульм, либо в чем, наоборот, переход за границы дозволенного совершения харама. Вот вокруг этого всего вращается зульм. Мы сказали, зульм может быть совершен в отношении имущества человека, в отношении его жизни, в отношении его чести. Как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Инна димаакум ва амвалакум ва арадакум алейкум харам». Поистине, жизни ваши и имущество ваше, и честь ваша для вас неприкосновенна, друг для друга неприкосновенна. Кяхурмати йомикум хаза, как неприкосновенен этот день. И дальше до конца хадиса. В отношении имущества, например, пример зульма, пример несправедливости, беззакония в отношении имущества. Как человек совершает беззаконие, несправедливость по отношению к кому-то. Например, утверждает, что что-то, что принадлежит другому, принадлежит ему. Хорошо? Или наоборот, если он что-то должен кому-то, он это не дает. Это два варианта зульма. Например, человек требует от кого-то чего-то, говорит, дай мне это, потому что ты мне должен, а потом приводит свидетелей, лжесвидетелей, которые подтверждают, да, действительно, это имущество принадлежит этому человеку. А на самом деле это не так. Это будет что? Зулим. Потому что человек совершил харам, посягнул на то, что для него является неприкосновенным. Или это посредством чего-то, что он отобрал у кого-то что-то, или своровал, то же самое. Или человек не выполняет то, что является его обязанностью в плане имущества, мы сейчас пример приводим. Да, он должен кому-то деньги, тот человек говорит, дай мне то, что я должен, он говорит, я у тебя ничего не брал. И отрицает это. Это зульм, это тоже беззаконие. В отношении жизни каким образом может выражаться зульм? В чем? Когда человек посягает на чью-то жизнь, не имея на то права. Или, например, ранит того человека, наносит ему раны, или отрезает у него какой-то орган, хорошо, и так далее. Или совершает, например, насилие, прелюбодеяние, или там гомосексуализм и так далее. Это все что? Посягание на жизнь человека. Последний пример связан также с посяганием на честь. Хорошо? Посягание на честь – это третий вид зульма. В чем выражается? Может выражаться в таком привычном, к сожалению, для многих из нас явлении, как риба, злословие, когда люди злословят друг о друге. Или казф, когда человек обвиняет какого-то другого человека в каком-то грехе, необоснованно. Это все посягание, это зульм, беззаконие в отношении чего? Чести. Так, три вещи, в отношении которых бывает зульм. Но зульм очень страшная вещь. Очень страшная вещь. Пророк, алейхиссалату вассалям, предостерегая, говорит, зулюмату яумаль кияма. В судный день это будут мраки.
Представьте себе, мраки это будут в судный день. То есть из-за этого зульма Аллах Субхану ва Тааля заберет у тебя свет в судный день. Мы знаем, что у верующих бывает свет. В судный день у них свет. А кафиры, неверные и мунафики, лицемеры, у них не бывает света. Что касается верующих, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Яс'а нурухум бейна айдихим ва биайманихим». То есть свет их распространяется у них спереди и справа. Аллах Субхану ва Тааля дает свет им, у верующих. Что касается кафиров, у них вообще нет света в судном дне. Нет им света. Мунафики, да, сначала есть у них свет, а потом отбирается у них этот свет. И представьте, человек, который совершает зулм, будет на уровне того. На уровне вот этих вот неверующих или беззаконников. Неверующих беззаконников или кого? На уровне мунафиков. Когда отберут у него свет, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому в этом хадисе есть большое предостережение от зульма, от беззакония. Пророк, алейхиссалату вассалям, потому что здесь упоминает наказание, угрозу за это деяние. Если просто запрещается что-то в Коране или Сунне, да, это важно. Обязательно нужно от этого воздерживаться. Но если просто упоминается и не упоминается наказание, угроза за это одно. А когда есть угроза за это, то это переводит грех в разряд каких? Величайших грехов. Кабаир. Если просто запрещается это сагаир, малые грехи, не великие грехи. А если за это есть угроза, то это кабаир, из величайших грехов. Но другой вот из этого хадиса, соответственно, это что? Запрещенность. Раз это кабаир, значит запрещено строго-настрого. Харам совершать зульм. Кроме того, этот хадис указывает нам на такое важное правило: аль-джаза мин джинсиль амаль. То есть деяние, оно бывает подобным воздаянию. Этот человек совершил зульм в этом мире. Зульм, беззаконие, несправедливость. И ему будет что? Зульм, а ему будет воздаяние что? Зулюмат. Воздаяние за зульм будет зулюмат, то есть мраки. Кроме того, в этом хадисе есть подтверждение веры в Йаум-аль-Кияма. Йаум-аль-Кияма, день аль-Кияма, судный день. Почему судный день? День расчета назван Йаум-аль-Кияма. Мы с вами говорили об этом неоднократно. По 3 причинам. Первая причина, потому что в этот день люди восстанут из своих могил. Поэтому день воскресения. То есть Кияма буквально что такое? Вставание, восставание. Это день Кияма, когда восстанут люди из могил. Ли-йаумин азим, к великому дню. Йаума якуму насу ля раббиль алямин. В тот день, когда люди восстанут перед Господом миров. Вторая причина, почему Йаум-аль-Кияма называется Йаум-аль-Кияма, потому что от кама, да, стоять, для кама что-то установить, потому что в тот день будут установлены свидетели, которые будут свидетельствовать о людях, об их деяниях. Инна ланансуру русулана валладина аману фил хаяти дунья ва йаума якумул ашхад. Мы помогаем нашим посланникам и тем, которые уверовали в этой жизни и в тот день, когда якумул ашхад, восстанут свидетели. Якуму, кияма, хорошо? День восставания. Дальше, третья причина, потому что в тот день будет восстановлена и установлена справедливость. Хорошо? Мы установим весы справедливости в судный день. И не будет душа ни в чем обижена.